Жители Гагры уже многие годы испытывают проблемы с водоснабжением. График подачи питьевой воды здесь действует еще с советских времен. В рамках новой инвестпрограммы на 2023-2025 годы предусмотрено 150 миллионов рублей на возобновление работ по строительству системы водоснабжения в целом. Сейчас нами была произведена дефектовка всех насосных станций, новых, но, к сожалению, которые еще не были запущены. Их надо доработать. И в планах соединить старую и новую системы водоснабжения. Тогда микрорайон Абазга и микрорайон Кемпинга будут запитаны водой и будут получать воду в полном объеме, на что мы очень надеемся. На данном этапе работы проводятся, дорабатывается вот эта новая система. Было проложено вот сейчас вот буквально недавно 630 метров трубы напорной. Также сейчас в планах провести еще разводящие сети, это порядка 1600 метров. Это тоже будут две напорные трубы, одна диаметром 500 будет переходить в диаметр 400. В 2013 году в Гагре было построено 4 насосные станции и 3 резервуара. Однако не все были введены в эксплуатацию. В советское время район потреблял 3500 кубометров воды. Сегодня этого недостаточно. На данный момент ведутся работы по запуску резервуара на 4000 тонны. Это сможет решить проблему с перебоями водоснабжения в городе, говорят специалисты. На вокзале стоит насосная, которая должна накачать нам воду на новый бассейн, который построен над городом. 4000 кубов вмещает этот бассейн. С этот 4000-ник мы должны соединить со старым 3000-ником, который стоит еще при Советском Союзе был построен. И объем воды получим около 7000 кубов. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить наш город водой. Нам еще предстоит больше 200 километров, почти трубы проложить. Это помимо того, что воду в центральные насосы нужно загнать, еще оттуда разводящими трубами нужно пропустить их по всему городу. В городе также давно стоит вопрос нехватки дошкольных учреждений. Их в Гагре всего 2. По словам заместителя главы администрации Гагрского района Ханы Гунба, в этом году в отдел образования подано 103 заявления в детские сады. Однако зачислено всего 65 детишек. Для решения данной проблемы на улице Абазга начались работы по реконструкции бывшего детского сада «Светлячок». Первый этап восстановительных работ предусматривает реконструкцию крыши. На эти работы было выделено 3 миллиона 800 тысяч рублей с бюджета администрации Гагрского района. В дальнейшем поэтапно мы планируем восстановить данный садик. Смета по кровле прошла экспертизу. После получения одобрения мы приступили к строительным работам. На улице Абазга есть еще один детский сад Мрамза. Здесь в пристроенном помещении протекала кровля. Силами администрации и меценатов была проведена ее замена, что позволит перенести сюда одну из групп детского сада. Жители нашего города, люди бизнеса, видя, что идут восстановительные работы, не остаются равнодушными и помогают администрации города. Так, силами меценатов на территории данного образовательного учреждения были сделаны следующие работы. Игровые площадки были организованы на территории данного дошкольного образовательного учреждения. Брусчатка на территории этого садика появилась, ворота новые и уличный санузел. В числе проводимых администрацией района работ реконструкция фасадной части средней школы номер 4 имени Гагарина. Здесь на сегодняшний день обучаются более 800 детей. В прошлом году 6 миллионов 870 тысяч с бюджета района было выделено на замену кровли. Бывший ученик-выпускник данной школы помогает сегодня, его силами совместно с администрацией Гагрского района осуществляются работы по улучшению фасада, восстановлению фасада данного здания. Наиболее затратной частью расходов бюджета Гагрского района за полгода 2022 года стали образование, медицина, культура, спорт и ЖКХ. Расходы по этим направлениям составили 277,4 миллиона рублей или 89,2% от общего объема расходов. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.